Осмотр объектов и обсуждение насущных вопросов. Сегодня с визитом в городе находится министр экономического развития республики Сергей Новиков. Сплошной ремонт. Работа по асфальтированию улицы Чайковского близится к завершению. Пройти войну от начала до конца и не потерять бодрость духа. Свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Диана Кириллова. Здравствуйте. Посещение частных промышленных объектов, осмотр производственных мощностей и обсуждение существующих проблем бизнеса в непосредственном диалоге с предпринимателями. С такой программой рабочих мероприятий в наш город прибыл министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков. Визит состоялся в рамках выездного заседания проектного офиса и преследует цель поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Ренат Музафаров продолжит тему. Прибытие в город министра экономического развития Республики Башкортостан Сергея Владимировича Новикова состоялось накануне 14 сентября. Программа рабочих мероприятий, запланированных на сегодня, стартовала с раннего утра и включала в себя осмотр производственных мощностей 3 частных предприятий. Это общество с ограниченной ответственностью «Кызылташ», специализирующееся на переработке гранитных, доломитовых и мраморных блоков на основе собственной сырьевой базы, ООО «Монолит», занимающийся производством вибропрессованного кирпича и тротуарной плитки, а также Сибайский завод буровых реагентов. Каждый производственный объект представляет собой молодое и перспективное предприятие, сообразно общей экономической ситуации в стране, испытывающее определенные трудности на этапе наращивания производственных мощностей и укрепления финансовых показателей. У нас также и разработок по импортозамещению. У нас, да, есть договоренности с ведущими специалистами, учеными, но опять все упирается в отсутствие оборотных средств. Ну, мы сегодня поговорим на это. Да. Поговорим. Мы работаем здесь, в городе Сибая, совместно с проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в Республике Башкортостан. Вот мы сегодня посетили ряд предприятий производственных, обсудили с ними пока на уровне рабочих разговоров проблемы, где мы можем помочь, поддержать для того, чтобы развивались эти предприятия, вкладывались инвестиционные ресурсы в развитие предприятий, в общем-то осваивались новые рынки. Сейчас у нас еще в планах провести проектный офис в целом с бизнес-сообществом города Сибая. И после этого мы проведем еще дополнительно прием граждан и прием бизнеса вместе с членами проектного офиса. Уже более детально пообсуждаем проблемы каждого предприятия и наметим те пути решения проблем, которые сегодня возникают у бизнеса. Основная наша задача, чтобы бизнес развивался, бизнес был успешным, ничто не мешало сегодняшнему бизнесу, а все структуры государственные, муниципальными активно помогали ему в реализации тех или иных планов. Как было подчеркнуто, основной задачей региональной команды является выстраивание конструктивного диалога с представителями бизнес-сообщества республики. Каждый конкретный случай заслуживает особого внимания и участия профильных специалистов в решении возникающих вопросов. Организация подобных выездных мероприятий проектного офиса позволяет произвести непосредственную оценку сложившейся ситуации и лично обсудить существующие пути выхода. Формат общения, он достаточно неофициальный, он более располагает к общению, поэтому наша задача для того, чтобы наши предприниматели, наши производственные коллективы, они могли раскрепоститься и чтобы мы получили наибольшее количество информации, которую необходимо помочь данным предприятиям для того, чтобы нарастить свои мощности, для того, чтобы увеличить рынки сбыта. Сегодня как раз мы показали ряд предприятий, которые фактически работают, у них есть производственные свои планы, есть производственные циклы. Вот. Но в любом случае любое предприятие в настоящий момент испытывает определенные небольшие трудности. И вот как раз есть база, как раз хотим мы помочь этим предприятиям для того, чтобы преодолеть совместно вот эти вопросы, сложности, возникающие в процессе их производства. Принцип реальной поддержки бизнеса в рамках деятельности проектного офиса заключается в максимально эффективном взаимодействии всех участников бизнес-процесса. Контактную базу составляют представители полного списка профильных ведомств и министерств. Также в активный диалог с потребителем включаются и представители основных ресурсоснабжающих организаций. Наш интерес в этом мероприятии в том, что мы принимаем участие в рамках совместной работы по созданию благоприятного инвестклимата в республике. Значит, наша компания очень много делает на самом деле на сегодня в этом плане. Нам нужны потребители нормальные, финансово устойчивые, нам нужно как можно большее количество потребителей, и поэтому мы принимаем все усилия, чтобы процедура подключения к газовым сетям была
оптимально по качеству и по срокам. Вот сегодня здесь проходит проектный офис, как раз мы проговорим все проблемы, которые существуют у местных инвесторов в части газификации, газоснабжения, обозначим острые вопросы, будем их решать. Основная часть официально-деловых мероприятий в рамках выездного заседания проектного офиса прошла согласно запланированному графику во второй половине дня. В нее вошли пленарная часть, общение с прессой, прием горожан и представителей бизнес-сообщества. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Более подробно о заседании проектного офиса и прошедшем приеме граждан мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. А теперь к другим темам. Состояние основных дорог в Сибае в этом году стало значительно улучшаться. В нынешнем сезоне на сплошное асфальтирование дорог в городе из республиканского бюджета было выделено около 50 миллионов рублей. За счет этих средств дорожники обновили полотно на многих улицах. Сегодня работы ведутся по улице Чайковского. Улица Чайковского – одна из самых длинных в Сибае и самых оживленных. Как следствие, здесь происходит быстрый износ полотна. В последние годы дорога была сильно разбитой, а водители жаловались на имеющуюся колею, которая доставляла немало хлопот, особенно в зимнее время. Ну а после весны, как грибы после дождя, появлялись новые выбоины. Чайковского в нынешнем году стала одной из улиц, на которой дорожники запланировали большой объем ремонтных работ. С начала августа ведется сплошное асфальтирование. Сегодня работы в самом разгаре, значительная часть дороги уже обновлена. Дорожные службы параллельно поднимают колодцы, делают ливневки. У нас там остается 170 метров, это дополнительный тендер был, чтобы зайти за улицу Кутузова. Перекресток там плохой. Отсюда, значит, стартуем на улицу Булякова. Там квартал доделываем, строители 2-4. Полномасштабные работы по замене дорожного покрытия еще не закончились. До первых морозов специалистам необходимо обновить небольшие отрезки дороги по улице Матросова. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает Санитарно-эпидемиологическая служба России. 15 сентября 1922 года изданным соответствующим декретом была узаконена система государственного санитарного надзора. Определены права и обязанности санитарных органов. Для сотрудников Сибайского межрайонного филиала Центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана 2017 год является вдвойне юбилейным. В этом году исполняется 65 лет со дня их создания. Бактериальные, вирусные, грибковые и многие другие инфекции способны нанести вред людям и стать причиной массовой гибели населения. Невидимые человеческому глазу, они разрушают хрупкий организм изнутри, подчас не проявляя себя до последнего момента. Борьбой с эпидемиями и профилактиками заболеваний занимаются специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые 15 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Сибайский филиал Центра гигиены и эпидемиологии ведет свою историю с 1952 года. На сегодняшний день его сотрудники обслуживают 5 административных территорий с населением более 200 тысяч человек. На сегодняшний день в нашей службе работает 37 человек. Из них 8 врачей, 17 средний медперсонал и вспомогательные сотрудники, да. Филиал имеет, Сибайский межрайонный филиал имеет 2 аттестата аккредитации по органу инспекции, по испытательному лабораторному центру. Лаборатории имеют лицензии. Мы обеспечиваем государственные задания для Роспотребнадзора. В год примерно проводим около 17 тысяч исследований. Коллектив постоянно занимается внедрением новых методик и повышением деловой квалификации сотрудников. Сегодня в городе не регистрируют такие особо опасные инфекции, как паротифы, брюшной тиф, тулеремия, сибирская язва, полиомиелит. Ниже или на уровне среднереспубликанских показателей заболеваемость кишечной группы инфекций, гепатитами, другими инфекционными и паразитарными заболеваниями. Берут биологический материал от населения, ДЭС-группы, исследования кишечных групп. Население может обратиться, то есть по поводу качества воды. То есть у нас есть оборудование новейшее, и сотрудники обучены, имеют сертификаты, дипломы.
Спектр исследований в Центре гигиены и эпидемиологии постепенно расширяется. Сегодня здесь базируется аккредитованная испытательная лаборатория для всего Зауралья. Деятельность санитарной организации, невидимый труд эпидемиологов на протяжении всей истории существования ведомства способствовали значительному улучшению санитарного состояния города, снижению заболеваемости и укреплению здоровья населения. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И еще об одной круглой дате. Накануне 14 сентября свой вековой юбилей отметил сибаец, ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов. С этой знаменательной датой в числе многих других его поздравили представители администрации города. Евдокия Титаренко далее. Герой нашей Родины Иван Иванович Фролов почетных гостей встретил в приподнятом настроении. Несмотря на преклонный возраст, ветеран Великой Отечественной войны чувствует себя достаточно бодро. Он не приемлет лежание на диване и всегда рад посетителям. Искренние слова поздравления со столетним юбилеем Ивану Ивановичу произнесли представители администрации города и социальной сферы. Они вручили юбиляру поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Действительно, мы рады видеть вас, в здравии полном. Действительно, вы являетесь гордостью нашего города Сибая. Разрешите еще раз вас поздравить с таким замечательным юбилеем, столетием. Пожелать вам счастья, здоровья, энергии, чтобы всегда вы радовались жизни, молодое поколение, чтобы равнялось на вас. Ваши тематические, занятия тоже в школах, вас привлекают. То есть, действительно, чтобы видели, что у нас есть такая легенда, человек, прошедший все, холод и голод, войну, и вот на сегодняшний день вы, действительно, прям прекрасно видите. Вам и не даже 100 лет. Иван Иванович Фролов боевой путь начинал в составе 29-й отдельной лыжной стрелковой бригады 1-го Украинского фронта. Принимал участие в самых кровопролитных боях. О тех непростых временах ему до сих пор напоминают 17 осколков в ноге, последствия ранения в одном из сражений. Говоря о секретах долголетия, признался, как закаляется сталь и крепнет, так и он, пройдя нелегкий жизненный путь, становился лишь сильнее. Кроме этого, по словам самого Ивана Ивановича, теплые семейные взаимоотношения и взаимовыручка всегда способствовали спокойствию и доброте сердца. Такой жизни, как я прожил, не желаю никому, никакому человеку. Остался без отца, он без отцовщины, стал работать, трудиться. Так пошло и пошло. Я скажу вам, это вы не поверите, дочь. 33-й год голодный был, я траву ел, дети поддерживают меня, ребята приехали с Ижевска, дочь приехала, товарищи, кто знает, поддерживают, чувствую, и все. Все так же горячо вспоминает Иван Иванович ту страшную войну. И оглядываясь назад в интервью нашей съемочной группе, он обратился к нынешнему поколению с пожеланиями. Нужно жить в мире и согласии всем людям, независимо от расовой принадлежности, чтобы не повторять ошибки прошлого и ни в коем случае не допустить подобного в будущем. Закон был у нас такой. Сам погибай, но товарища выручай. Не выручишь, и тебя выручать не будут. Так ведь? Так и это, что вы пожелаете, живите дружнее, не завися на нации что-то, так ты такой, не было в то время, все единый, один кулак, поэтому мы и победили ведь. Идут года, все дальше от нас те страшные кровопролитные дни. Но несмотря на это, мы ни на миг не забываем тех, благодаря которым был возвращен мир нашей Родине. На сегодняшний день Иван Иванович Фролов, отметивший свой столетний юбилей, единственный из участников Великой Отечественной войны, проживающий в нашем городе, которому довелось пройти войну от начала и до конца. Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди программа «Музыкальная гостиная», посвященная прошедшему в нашем городе концерту Владимира Ждамирова. На этом все. Удачных вам выходных и только хороших новостей. Увидимся.